Evet, savunma aynam. Barsam öldürerler, barmasam ölem, yine barbam, barmanam durup bilmen diye de. Leşler, gıldır vaktin özünde, 2 gün bundan sizin bilen Abdülkuliyev'in yazan kitabını okap başladık Rus dilinde ve bugün devam edeceğiz. Ve bugünkü ikinci bölümünde начало моей оппозиционной деятельности. Yani benim оппозицияda hareketimin başlangıcı diye. Sahipa 47, 2 yıl hükümette, 13 yıl oppozitsiya diyen kitabını ölümünün öň ýany yazmana karar verdim. Mesela men kitabı dolu okap tutardym, soň deregi tutuş okap bermäni makul gördüm. Gynansagram elimizde şu wagt rus diline egzemplary bolan üçin sözlerini üýtgetme diýalyk rus diline okaýas, dowam edýäs. Начало моей оппозиционной деятельности. Страница 47. За 2 года работы с Ниязовым я убедился в том, что повлиять на него, чтобы добиться чего-то в интересах государства, общества невозможно. Его интересует только он сам, что ему нравится и что ему приносит личную выгоду, то он и делает. Закон и нужды общества его абсолютно не интересуют. Основной закон государства, Конституцию, он меняет постоянно, приспосабливая ее к своим прихотям. И даже такую Конституцию Ниязов умудряется нарушать. Как говорится, ему закон не писан. Hereden şuna şu wagty günü Niyazov barada görüňe deň ol adam Niyazowyň döwrüne ýaşady. Gurban uly Berkmediň döwrüne ýetip ýetmedigini bilemok. Ýöne şoň döwrüne ýaşak geçdi. Şoň bilen işleşdi 2 ýyl. Şoň döwrüne Niyazowyň özüni alyp barşlaryny görenler diýär ki, edir bugünkü günde biz Gurban Berdim Muhammedde ýa ogly Serdar Muhammedde muny görüp bilýäris. Näme üçin okaýas bu kitaby? Biz bileli ki Türkmenistan'ın siyasetinde nemeler olup, что происходит в туркменской политике. Чем занимаются оппозиционеры, чем занимается государство. Дальше. Можно очень много рассказывать о нравах Ниязова и его окружении. То же самое можно сказать и о Бердымухамедовых. Вспоминать разные эпизоды из встреч, бесед, обедов. Не стоит ли на них тратить время? Если учесть, что они порой глупые и скучные. Это книга Абдыкулиева. Мы читаем начало его оппозиционной деятельности после того, как он ушел из власти. Что терять время на разговоры о этом президенте и его окружении – это глупая и скучная трата времени. Я привел в начале своего рассказа основные причины. Да. Напомню еще, что на моем YouTube-канале есть начало этой книги, первые 2 части, 47-46 страниц. Можете посмотреть на YouTube. Я еще тогда понял, есть основные причины, объясняющие, почему я подал заявление об отставке, ушел из правительства. Я еще тогда понял, что Ниязову нужны министры, правительство, парламент не для работы, а для
декорации, создать видимость демократического государства. А декоративным министром я не захотел быть. Ниязов создавал атрибуты государства для внешнего мира, чтобы получить признание Туркменистана как суверенного государства, а на деле этого государства не существовало и не существует до сих пор. Ну да, так и сейчас мы видим правительство в нашей стране, что и Бердымухамедов старший, и его сын, они марионетки Путина. Существуют лишь знаки, названия, а самих действующих лиц как бы и нет. Хотя министр приходит на работу, подписывает какие-то документы, получает зарплату. Самое страшное заключается в том, что Ниязов создал такую систему, которая полностью игнорирует интересы целого народа и обслуживает только его одного самого. Алейкум салам. В конце июня 1992 года я подал письменное заявление об отставке, которым коротко изложил причину невозможности моей дальнейшей работы с ним, поскольку он становится диктатором и ни с чьим мнением не считается. Я обсуждал это свое решение со своими заместителями Борисом Шихмурадовым и Мурадом Беглиевым по отдельности. Оба они уговаривали меня не уходить из правительства, но я сказал им, что нет смысла оставаться, когда нет возможности работать. С Шихмурадовым я договорился поддерживать связи с тем, чтобы он оказывал поддержку мне в моей оппозиционной работе. Я попросил Мурада Беглиева отнести мое письменное заявление об отставке в администрацию президента и передать его Ниязову через его помощника Храмова Виктора Михайловича. Со дня подачи заявления об отставке, не дожидаясь подписания его президентом, я перестал выходить на работу. Несколько дней спустя президент пригласил меня на заседание правительства и сказал, что я готовился к государственному визиту в Россию во главе с ним. Я ответил ему, что подал заявление об уходе из правительства и по этой причине не могу войти в состав делегации. Я сказал, чтобы я продолжал исполнять свои обязанности министра иностранных дел, пока он не вернется из поездки в Россию. И после поездки он решит, как быть со мной дальше. После его возвращения из поездки в Россию я снова не стал выходить на работу. В конце июля Ниязов пригласил меня на расширенное заседание правительства, которое проходило в президентском дворце. На это заседание пригласили также весь состав Министерства иностранных дел Туркменистана, в том числе 3 моих заместителей. Заседание открыл и вел сам Ниязов. Он сообщил о моем заявлении об отставке и обратился к сотрудникам министерства, чтобы они высказались по этому поводу. Но никто ничего не сказал в этой связи. В зале заседания царило гробовое молчание. Тогда министр внутренних дел Сидар Чарьяров стал призывать сотрудников к разговору, и это не помогло. Явно было видно, что Ниязов хотел спровоцировать шквал критики в мой адрес со стороны сотрудников МИДа. Но никто не поддался на эту провокацию. И я благодарен за это всем своим тогдашним коллегам. Видя, что провокация не удалась, Ниязов объявил, что работники МИДа, приглашенные на заседание правительства, могут быть свободными. Все они дружно встали и покинули зал. Я тоже пошел к выходу. Ниязов остановил меня и спросил, не хочу ли высказаться на прощание. Я ответил, что хотел это сделать в присутствии сотрудников МИДа, но теперь их нет. Он попросил сказать то, что я хотел сказать членам правительства. Я сказал, у Махтумкули есть такая строчка. И муравьи имеют своего хана. Я рад, что мы обрели своего правителя, но у того же Махтумкули есть и другая стихотворная строка. Если даже ты Соломон, послушай, что говорит муравей. Ниязов то ли не понял сразу, что я хотел сказать, то ли сделал вид, что не понял. Переспросил меня, что я этим хочу сказать. Но Сидар Чарьяров сказал, что он понял, и потом ему все объяснил. После этого я вышел из президентского дворца. Во дворе меня дождался один из моих бывших сотрудников, Кемаль Клымов, который, выражая мне сочувствие в связи с моей отставкой, сказал, мы трусы, мы смолодушничали. Вместо того, чтобы быть солидарными с вами, мы смолчали и предали вас. Простите нас. Я сказал ему спасибо, сел в машину и уехал к себе домой. С того дня я был свободен в своих действиях и начал свою оппозиционную деятельность. Наступили
трудные дни в моей жизни. Но я сам выбрал себе такую жизнь. Ко мне стали приходить люди, давно знавшие меня, и в том числе находившиеся в оппозиции к княжескому режиму. Председатель народного движения «Азбирлик» Единство Нурбердин Нурмамедов, главный редактор журнала «Даянч», свободный журналист Мухаммед Мурат Саламатов. Я обсуждал с ними дальнейшие свои планы, обменивался мыслями, как бороться против режима Ниязова. Один из моих старых товарищей, декан факультета туркменской филологии Туркменского государства и университета Сапар Гуджиков, посоветовал мне устроиться преподавателем арабского языка на его факультет. Я его поблагодарил и дал согласие работать преподавателем. Он пообещал обсудить этот вопрос с ректором университета Разовым Мередом, ныне посол Туркменистана в США, и затем сообщить мне о результатах разговора. Через 10 дней после этого разговора Гуджиков сказал мне, что Аразов не хочет брать меня на работу. Уходя с государственного поста, я неоднократно обсуждал с президентом Ниязовым возможность заняться предпринимательской деятельностью вместе с бывшим первым зампредом Кабмина Туркменистана Атачараевым. Я просил его выделить нам 10 тысяч гектаров земли в районе Мяне-Чаче, где я с Атачараевым собирались создавать сельскохозяйственный комплекс по производству овощей, зерна и мясомолочных продуктов. Некоторые арабские шейхи обещали сотрудничать с нами и инвестировать свои деньги в такое производство, но Ниязов побоялся разрешить нам заниматься таким серьезным делом, учитывая, что это может привести в будущем к негативным последствиям для него. Главный оппозиционный лидер Туркменистана Нурмамедов в то время предлагал возглавить Алзабирлик вместо себя. Я отказался принять его предложение, сказав, что эту организацию должен возглавлять он сам, поскольку знает людей и люди знают его. В то время ни с того ни с сего появился рядом со мной Юсуп Кулиев, которого я не знал до этого. Кажется, встречался с ним один или два раза, когда он приходил ко мне вместе с Рашидом Назаром, бизнесменом из Германии. Юсуп Кулиев выражал сожаление по поводу моего ухода из правительства и говорил, что это не только его мнение, а мнение очень многих прогрессивно мыслящих людей, как молодых, так и немолодых. Он свел меня с директором Института сейсмологии Одековым и представил мне его как моего возможного сторонника. Сказал, что в академических кругах Туркменистана таких людей много, и опираясь на них, можно сколотить дееспособную оппозицию против Ниязовской системы. Но из разговора, состоявшегося в доме Одекова в районе совхозной улицы Ашхабада, я не вынес такого впечатления, и поэтому прекратил дальнейшие связи с ним и не вступал в контакты с другими людьми из академической среды. Правда, через третье лицо выходил на бывшего президента Академии наук Авезгельдиева, занявшего этот пост после Бабаева. Но тот не захотел участвовать в политической борьбе, этим не закончилась активность Юсуфа Кулиева. Он продолжал проявлять интерес ко мне и организовал мою встречу, как он сказал, с диссидентствующими художниками в студии одного из художников. Это было в августе 1992 года. По словам Кулиева, на встречу должны были прийти более 40 человек художников, поэтов, свободных журналистов, но пришли не более 15 человек. И основная часть журналистов состояла из российских. Из известных мне людей были председатель Союза художников Туркменистана Бавасары, поэт Новоткул Раджепов, корреспондент газеты «Туркменская искра» Игорь Ивахненко, корреспондент «Правды» Волков. Я выступал перед ними более часа, объяснял причину своей отставки и еще 1,5 часа отвечал на заданные мне вопросы. Беседа была острой и предельно откровенной. На второй день меня вызвал на разговор президент и выразил недовольство в связи с моим выступлением перед группой творческих работников. Он встретил меня в своем кабинете словами: «Пытаешься быть демократом?» Я ответил: «Зачем мне пытаться быть демократом? Я есть демократ». Он начал угрожать мне, сказал, что если я буду продолжать выступать, то будет плохо моим детям, родным. Я ответил, что эти угрозы не остановят меня,
И я ушел из правительства не для того, чтобы молча сидеть дома и ничего не делать, что буду бороться против его политики в рамках Конституции. Он сказал мне на это: «А кто тебе даст это делать?» Я ответил, что я и не буду спрашивать чего-либо разрешения. Видя, что угроза на меня не действует, Ниязов решил переменить тактику, призывал меня одуматься и вернуться в правительство. Говорил, что я привык к комфорту, мне будет тяжело жить, лишившись правительственных привилегий. Я ответил: ничего, как-нибудь проживу без них. Живут же миллионы людей без этого. В конце беседы Ниязов просил меня подумать еще раз о своем будущем и вернуться к этому разговору. Спустя некоторое время Ниязов снова пригласил меня на разговор к себе. Этому предшествовали визиты ко мне домой. Сначала с сотрудником международного отдела президентского совета Батыра Бердыева, затем заместителем иностранных дел Бориса Шихмурадова. Если Батыр Бердыев от имени президента уговаривал меня выйти на работу, то Борис Шихмурадов интересовался тем, чем я собираюсь заниматься после отставки. Я ответил ему, что буду бороться всеми силами против политики Ниязова. Показал ему только что подготовленную статью для печати. Шейх Мурадов бегло просмотрел статью и предложил мне свои услуги по продвижению ее в газету «Известия», где он имеет поддержку. Я согласился с его предложением и напомнил ему о его обещании оказывать по мере возможности помощь оппозиции, которую он дал мне, когда я уходил в отставку. Но эту мою статью Шейх Мурадов отправил не в «Известие», как обещал, а положил прямо на стол Ниязову. Ниязов, беседуя со мной, вновь угрожал мне. Но зная, что угрозы не дают желаемого результата, он опять перешел к уговорам. Предлагал вернуться в правительство в любом качестве, но не в качестве министра. Или уехать послом в любую страну по моему выбору: США, Саудовскую Аравию, Турцию, Китай. Я ответил на это отказом. Сказал, что послом тем более не хочу уезжать никуда, ибо это похоже не на работу, а политическую ссылку. Ниязов снова вышел из себя, предупредил меня, что не даст мне заниматься оппозиционной деятельностью в Туркменистане, и я об этом пожалею, и будет очень плохо всей моей родне, если я не уймусь. А на мою голову может упасть кирпич. Я ответил, что это значит судьба у меня такая, а от судьбы не уйдешь. Ниязов пошел на попятную и начал прибегать к своему излюбленному методу успокоения, умиротворения собеседника. Он повел себя так, как будто между нами не произошло ничего такого, что могло бы помешать продолжению сотрудничества, и предложил вернуться к разговору о моем трудоустройстве позже. На такой, казалось бы, дружеской ноте заканчивался разговор между нами. Вскоре я уехал в Москву, где пытался заниматься коммерцией с туркменскими бизнесменами Маликом Чарыевым и Мухаммедкули Аймурадовым. Обоих их я знал плохо. Познакомился с ними, когда начал работать министром иностранных дел Туркменистана. Это был сентябрь 1992 года. Малик Чарыев окружил меня заботой, выплачивал мне небольшие деньги за работу в его фирме, приезжал за мной каждый день на своей машине, а затем мы с ним ехали на работу в его фирму, которая находилась в Колпачном переулке в центре Москвы. Спустя некоторое время в Москву приехал старый знакомый Малика Чарыева, Мухаммедкули Аймурадов, и присоединился к нам. Малик Чарыев знакомил меня с теми людьми, с которыми он имел хорошие отношения с советских времен. Это были довольно влиятельные люди, хотя и склонные к жуликоватости. Один из них, Авдеев, возглавлял акционерную компанию «Цемент», другого звали Мельник, один из помощников академика Абалкина. Сын Мельника работал в Мировом банке каком-то немаленьким чиновником. Мы с Маликом встречались с ним в Москве, в фешенебельной гостинице «Бальчук», и обсуждали вопрос экспорта туркменского природного газа через Россию в Европу. В этой дискуссии мне не нравилась цена, названная Маликом Чарыевым за наш газ, $50 США за 1000 кубометров.
на этом вопросе. Еще на каких-то вопросах наши взгляды разошлись, и мы ушли с этой встречи, не договорившись ни о чем. Вскоре после этого Чарыев должен был вылететь в Ашхабад и встретиться там с Шихмурадовым, с которым он договаривался об указанной выше цене на газ. Не знаю, что повлияло на решение Чарыева не ехать в Ашхабад, то ли мой отказ участвовать в этой игре, то ли вообще не было никакой договоренности между ним и Шейхмурадовым. Впоследствии Чарыев быстро отказался от этой идеи и предложил новую идею о переработке сибирской нефти на Сейдинском нефтеперерабатывающем заводе и продаже нефтепродуктов за рубеж. Он говорил о предварительной договоренности с туркменской и российской сторонами. Об этой сделке Минсельхоз Туркменистана выделял для этой цели 2 миллиона рублей, а российская нефтяная компания, распоряжающаяся сибирской нефтью, отпускала нефть по выгодной цене. Название этой российской компании сейчас я не помню. Помню лишь фамилию человека, участвовавшего в этой сделке – Химич. С туркменской стороны в этом деле участвовала акционерная компания «Туркестан», принадлежавшая высокопоставленным туркменским чиновникам. В связи с этой сделкой в Москву в Колпачный переулок приезжали к Чарыеву бывший председатель Центробанка Туркменистана Амангелді Боржаков и тогдашний заместитель министра сельского хозяйства Туркменистана Сапар Климов. Чарыев пригласил гостей вечером на ужин к себе на дачу в Красногорске, Подмосковье. По дороге домой состоялся любопытный разговор с гостями. На мой вопрос, сколько же будет терпеть туркменский народ такого правителя, как Ниязов, оба гостя ответили, что им повезло с Ниязовым. Он дает возможность зарабатывать сколько угодно. Нам не нужен другой человек, пусть он будет всегда во главе нашего государства. И это говорит кто? Это говорит Сапар Климов и Амангелді Боржаков. По проблеме переработки сибирской нефти на Сейдинском нефтеперегонном заводе и продажи нефтепродуктов с помощью арабских бизнесменов мы создали компанию «Контракт» с участием в ней одного московского бизнесмена по имени Виктор Парагонов и 2 министров из Чечни, одного из которых звали Лечи Магомадов, фамилию другого сейчас уже не помню. Но компания эта недолго просуществовала из-за того, что люди с чеченской стороны не совсем порядочно себя повели. Наши намерения были более чем серьезными. Мы с Маликом Чарыевым дважды побывали в Грозном, встречались с Джахаром Дудаевым и обсуждали с ним вопросы совместной деятельности. Я ездил в Чечню и в 3-й раз разговаривал с Дудаевым. Это было в конце весны 1993 года. Он как раз вернулся из поездки в Ливан и высказывал мысль о координации действий мусульманских стран, производящих и имеющих основную часть мировых запасов нефти и газа против Соединенных Штатов Америки. Я говорил ему о вредности и перспективности такой политики, что на нынешнем этапе развития им лучше и выгоднее обращать главное внимание к вопросу налаживания экономических отношений с Россией и другими странами мира. Но, к сожалению, Дудаев на первое место ставит решение политических задач. Вскоре наши дела с переработкой нефти на Сейдинском заводе также забуксовали из-за того, что Туркменистан не стал сотрудничать в рамках СНГ, так как этого хотела Россия, чтобы Туркменистан не участвовал в этом. В ответ на это российские власти запретили поставлять нефть, которая была закуплена для переработки на заводе в городе Сейдин. После долгого периода непоставки нефти господин Химич предложил Чарыеву деньги Минсельхоза пустить в оборот с тем, чтобы заработать хоть что-то. Чарыев, посоветовавшись с нами, так и поступил. Деньги Минсельхоза вначале находились на счете компании «Лидер», хозяином которой являлся замминистра сельского хозяйства Туркменистана Сапар Бахшиевич Климов. «Лидер» занимал 2 комнаты в помещении в Колпачном переулке, которым распоряжался Малик Чарыев. Управлял компанией
Периятов Бронислав Иосифович. Его заместителем был Какаджан Бердыев. Мы все в этом здании занимались так или иначе одним делом и каждый день соприкасались друг с другом. Впоследствии Какаджан Бердыев, когда я отошел от Чарыева и его коммерции, вызвался мне помогать в моей оппозиционной деятельности. Я не стал возражать, исходя из того, что каждый человек может быть полезным в этом деле. Про Какаджана разные люди говорят разное, поскольку он является отставным офицером КГБ СССР, и отец его был когда-то высокопоставленным сотрудником этой организации в Туркменистане. Я же могу сказать, что, возможно, он передавал какую-то информацию ведомству, которому он служил раньше, но передавал наверняка правду, а это уже хорошо. Какаджан сам просил меня не называть ни ему, ни другим имена людей, с которыми я общаюсь, имею дело. В тот период, это было весной, мы с Чарыевым, с Меликом Чарыевым, поехали в Ашхабад. Как раз в это время в Ашхабаде находился посол Туркменистана в Иране, Ата Чарыев, который приехал на короткий отпуск. Я навестил его как бывшего коллегу по правительству. У него дома познакомился с иранским туркменом Тойли Кельте, который представлялся крупным бизнесменом. Извиняюсь. Я познакомился с иранским туркменом Тойли Кельте, который представился крупным бизнесменом. Несмотря на присутствие гостей, мы с Ата Чарыевым смогли обсудить вопрос о том, как строить дальше отношения с Ниязовым. Я говорил о невозможности с ним договориться. А Ата Чарыев выступал за компромисс с ним, учитывая победу на недавних выборах в Госдуму России партии Жириновского. При этом Чарыев рассказал о своей встрече на днях с Ниязовым и говорил о его готовности договориться со мной. Только инициатива должна исходить от меня. То есть я должен позвонить помощнику Ниязова Храмову и попросить его о назначении встречи с Ниязовым. Ниязов ждет твоего звонка, сказал Ата Чарыев. Я поделился этой информацией со своим партнером Меликом Чарыевым. Он, не спрашивая моего согласия, тут же передал все, что слышал от меня председателю КМБ Сапармураду Сеидову, который взялся организовать мою встречу с Ниязовым. И для предварительной беседы, по словам М. Чарыева, пригласил меня на разговор к себе. Я выразил свое недовольство Мелику Чарыеву за то, что он поставил обо всем в известность Сеидова и досадовал на себя, что откровенничал с ним. С этого момента мое отношение к нему резко изменилось. Я понял тогда, что Мелик Чарыев представлен ко мне КГБ Туркменистана, чтобы отвлечь меня от политики, занять коммерцией, контролировать мои действия и, возможно, втянуть меня в какую-нибудь аферу. Я решил обыграть их всех. Раз так случилось, сказал Мелик, что к Сеидову пойдем вместе. Чарыев буквально через несколько минут после этого позвонил мне и сообщил, что договорился с Сеидовым, и он ждет нас у себя. Через полчаса Мелик заехал за мной на своей машине, и мы поехали в КНБ. Сеидов принимал нас не у себя в кабинете, а в одном из кабинетов, оборудованном записывающими аудио и видеоустройствами. Разговор начал я, сказав, что независимость Туркменистана для меня самая важная вещь на данном этапе. Я готов поступиться любыми личными интересами ради укрепления этой независимости. Победа партии Жириновского на парламентских выборах в России может представлять определенную угрозу для народов, обретших независимость после распада СССР. Учитывая эту опасность, сказал я, мы все должны консолидироваться вокруг идеи укрепления независимости страны. В этой связи я выразил готовность принять предложение Ниязова, которое он мне делал неоднократно, о том, чтобы я поехал послом в одну из стран мира по своему выбору
и занимался дипломатической деятельностью. Я согласен поехать послом в том случае, если будет конкретное задание правительства, а быть сосланным даже послом я не желаю. Вот мое единственное условие сотрудничества. Больше никаких условий я не выдвигаю. В ответ на это Сеидов сказал, что для восстановления отношений с президентом Ниязовым мне необходимо написать на его имя покаянное письмо, которым я должен отказаться от своих прежних враждебных слов и действий, высказанных и предпринятых против страны. Я сказал, что никаких враждебных слов и действий против своей страны я не высказывал и не предпринимал. Тут вмешался в разговор Мялик. Как же, Абдуль Кулиевич, а ваше недавнее выступление по российскому телеканалу «Вести» – это разве не клиническое выступление против своей страны? Я парировал. Как вас понимать, господин Чарыев, разве не вы один из тех, кто уговаривал меня выступить на российском телевидении и заявить о безобразиях, творимых в Туркменистане? Разве не вы говорили мне, пора выступать? Чарыев, как ужаленный, закричал. Вы хотите затащить и меня за собой в яму. Ничего не получится. За свои грехи отвечайте сами. Других не трогайте. Я сказал, успокойтесь. Теперь мне все понятно. Я вас не буду трогать, но и вы будьте подальше от меня. Затем взял слово Сеидов и начал уговаривать меня написать хоть какое-либо обращение к президенту.